Ole. On se tee. Ну что, сегодня 13 мая, предпоследний день охоты. Уровень воды заметно начал падать, вот, скажем, уже полметра где-то ушла вода. Лодки висят на заборах. Мы с Айдой сегодня направляемся на первую избу. Будет поход на лодке до первой избы. Так что погнали. Andattelo. Entätcelo.
Да, думал проскочу тут напрямик. Думал, ребята, напрямик проскочить. Но я, как вы видите, влип по уши. Оказывается, тут мелководье. И на солнце я не заметил. Ехал, короче, куда не надо. Не уплывет. Тут изба, в которую я давно уже не приходил, не заходил. Не помню, чтоб я с дедом тут ночевал. Первое время, конечно, избы очень мало было. Это, как мы видим, старая изба. Тоже вон все сыро, в воде. Печка разваленная уже все. Старая. Старые нары такие готовые. Так, в принципе, крепко стоит. Изба не гнилая. Печка вот, к сожалению, развалилась. Труба отвалилась, все отвалилось. Хорошая изба. Вот такая фигня, короче. Так вот. После этого, видать, еще построили там вторую избу. Амбар также крепко стоит. Внутренний замок. Не висячий, а внутренний. Это тут баня. А здесь можно, в принципе, и проехать. Вот тут. Ну, придется лучше, наверное, круг сделать. Я круг сделаю, там заеду. Можно там где-нибудь, да, проскочу напрямик. Баня по-черному. Одно название. Стоит крепко, на печки нету. Разобрали печку. Камушки только остались. Все избы у нас затапливало в этом году. И знакомые говорили, что некоторые тут ночевали. Более-менее в возвышенном месте изба стоит. Вот это. Большая изба. Сразу видно большая изба. Где-то 5, наверное, или 4,5 на 3,5, может, или на 4. Если, ну, на взгляд так прикинул. Здесь нары были также летом тут. Так, а тут что за хуйня такая? Это просто вот до печки заливала тоже, видимо. И здесь еще вода как бы на ДВП стоит. Вот смотрите, кирпичная печка тут. С этой стороны дверь. Очень сильно, как я вижу, очень сильно тут с трубы идет вода. Невысокая изба. Вот если вот посмотреть, я 1,86 м, наверное, рост. Где-то 1,80 м, наверное, высотой. Ну, хозяин отсюда был не рослый. Это у лося, наверное, шкура. Матрас. В принципе, ночевать можно. Хорошая изба. Очень даже хорошая. Свежая бутылка. Даже похмелиться можно. Немножко там осталось. Знаете, наверное, я дверь открытым оставлю. Потому что если Ванька будет смотреть, хозяин избы, меня поймет. И думаю, пусть лучше продувает. При открытым оставлю. Пусть продувает нормально. Вот так. И чтобы лишнее не открывалось. Так сделаю. Все. Сейчас будет избу продувать.
Потому что там сыро. Видать, первые венцы тоже заливало. Вот примерно вот сюда, до сюда. 2 венца в воде было. А сейчас он будет продувать нормально. Потому что я отдушина или как там. Это что? Брикет. Блин, сейчас никто даже дрова не рубит. Все брикетами ездят. Здесь можно проскочить, да. Да, отдушины нету, как ни странно. Чуть ключи не потерял. Так. Да, лучше круг сделаю. Круг лучше сделаю. Охотники начали подтягиваться к своим избам. Уже 2 лодки видел возле избы. Видели? Основной пик наводнения уже. Айда купается, наслаждается. Пик наводнения уже прошел. Сейчас все устаканится, жизнь налаживается. Вот она любит воду. И у всех затапливало избы. Также будем, ну где? Будем сушить избы, там ремонтировать. Пока я ехал, видел одну партию уток. Блин, ну где? Пипец, блин, айда. Ну, блядь, поросенок. Свинья есть свинья, блядь. Все сырое. Немножко ругаю ее, потому что все избрызгало. Я ружье не вынимал даже из стекла. Толку от этого нет. Вот. Мунса! Сымон! Поставлю, блин, пешком дойдешь. Опа. Вот. Вот смотри, блядь, что делает Дурана. Действительно ненормально. Давай, садись. Все. Здесь раньше очень большой поворот был, но русло поменялось. Вода мелкая стала. Вы даже не представляете, какой поворот тут был вообще. Глубина. Ежей бочками ловили тут. А тут сейчас даже пескарей нету, блядь. Так. Наверное, был. Скотину там держали. Наше любимое место, куда я пешком выхожу, вот сюда. Здесь все время снимаю. Недалеко уже осталось до избы.
Ну вот. Опа. Хо-хо. Хорошечно. Ну вот, чолом за ракерка. Снова мы на избе. Снова на избе. Отмечали воду, тут ночевали в избушке охотники. Здесь запас дров было, все уплыло. И 2 венца заливало водой. 2 венца, я как вижу. А вон они, дрова. Здесь, которые под навесом лежали, аккуратно вот сюда приплыли. Ну да, 2 венца. Подвал все откроем. Вот такие елишки. До сюда, наверное, вот. Да, вот до сюда. 2,5 венца. Так. Ну, в принципе, терпимо. Здесь мангал устанавливали. Видимо, варили все. Елка так и не уплыла. Очередной метр где-то берег ушел. Ну и вода здесь шла. Здесь, блин, за водой, когда летом спускаешься, надо отдыхать, когда до речки дойдешь. А сейчас вон терпимо. Все нормально, ребята. Все на месте, лодка на месте. Лодка начала гнить. Бревна не уплыли хорошо. Эти бревна приготовлены для ремонта избы. Вот. Здесь эти венцы в этом году я буду менять. Чолом за ракерка. Ну какие последствия? Вижу, что здесь пол немножко шевелил. Здесь также грязно. Ил. Тут тоже все шевелило, приподняло. Особо так. Ничего страшного нету. Обычные дела. Это надо представить, что вот у нас в Нишере у людей творится в домах. Да. Все, пусть сохнет, все равно мне надо уже все это дело менять. Смотрите, все там снизу уже гнилое, но вот такая картина. Это сейчас мы вовремя приехали. Если приехал я на 2 дня раньше, здесь эта изба вся в воде была. И никакого условия в походе не было бы. Сейчас я могу здесь возле избы что-то говорить, показывать. На земле стою. Сейчас я костер организую и буду кипятить чай. У нас в планах сегодня, может быть, я где-нибудь установлю бутылки. Я 2 полторашки взял, наверное. Буду пробовать добыть березовый сок. Вон там хорошая большая береза. Возле водоема должна быть этот сок березовый должен идти. Вот такие делишки. Вон. Так. Там ребята еще говорили, что некоторые вещи в баню они. А, матрасы вот сюда перетащили. Понятно. А я не могу найти свой
Alkaa lunta pora. Такс. Что-то я вообще не понял. Лодка спускается. Такс. Где бы рубить это? Ну где? Виноградовый, если не подъезд. Виноградовый, наверное.